Приветствуя участников онлайн-конференции, ректор Абхазского государственного университета профессор Олег Огварамия подчеркнул, что история связи абхазской и русской литературы довольно многогранна и широко известна. Обязательно надо сказать о том, что в Абхазии бывали Горький, Чехов, Паустовский, Симонов, Твардовский, Евтушенко, Гамзатов, Андрей Битов, Вадим Кожинов, Рима Казакова, Исхак Махшбаш, Тембот Керашев, Алим Кишоков. Вот отдельно хочу сказать о том, что мало кому известно, что дважды в Абхазии был Михаил Александрович Шолохов. Тема связи между литературами разных стран является магистральной для Института мировой литературы на протяжении долгих лет, отметили представители Российского института мировой литературы. С конца 50-х годов, когда в Институте мировой литературы приступили к созданию истории всемирной литературы, вот эта тема не сходит практически с повестки дня в Институте мировой литературы. И очень приятно, что среди докладов, вот, которые будут сегодня зачитаны, есть и много всяких очень важных и интересных вещей, связанных и с переводом именно взаимодействия. Очень важно слово «взаимодействие», не влияние какой-либо литературной группы, а взаимодействие. В 2017 году между Абхазским государственным университетом и Институтом мировой литературы Российской академии наук был заключен договор о сотрудничестве. Однако взаимосвязь между образовательными учреждениями началась намного раньше. В Институте мировой литературы проходили аспирантуру, защищали кандидатские и докторские диссертации. Наши, в основном работающие в Абхазском университете, в Абхазском институте. Шота Салакая, Сергей Зухба, Мушни Ласурия, великолепный перевод Евгения Онегина, которого читает взахлеб вся Абхазия, Владимир Цвинария, Борис Гургулия, Зураб Джапуа, Валентин Когония, Джулета Адлиба, Вячеслав Вигуа, Владимир Агрба, Василий Авицба, Цира Габния и наша выпускница Регина Авицба. Да. Много выпускников и в литературном институте имени Горького, наших земляков. Среди них Фазиль Искандер, Алексей Гогуа, Платон Бебия, Джума Ахуба, Константин Ломия, Николай Квициния, Киршал Чачхалия и Алексей Джени, они там проходили высшие курсы. Денис Чачхалия, Гена Аламия. О многогранности связи абхазской и русской литературы говорит и сама программа конференции. Ученые зачитали доклады на такие темы, как Абхазия в произведениях русских писателей, актуальные проблемы преподавания русской литературы в абхазской школе и вузе, эволюция судьбы человека в условиях гражданской войны. Растет талантливая молодежь. Мы были, есть и будем большими друзьями по жизни, в науке, в творческих процессах. Я желаю всем успехов и, как Александр Борисович и Марина Ивановна спросили, а когда мы будем не онлайн, а офлайн? Все зависит от Бога и от нас самих. Успехов конференции. Приветствуем вас в Абхазском государственном университете. Спасибо, Олег Алексеевич, спасибо. Тесную взаимосвязь между Абхазским государственным университетом и Институтом мировой литературы подчеркнула и участвовавшая в онлайн-конференции проректор по научной работе АГУ, кандидат филологических наук Джулета Адлиба. Давние связи у нас с этим институтом, очень много воспитанников, благодарных, весьма благодарных, потому что это кузница действительно не только самой так называемой большой академической стези, большой науки, но и это для меня это практически святилище, потому что это тот очаг, который по сей день сохраняет свой мировой уровень, согласно своему названию.
В онлайн-конференции приняли участие ученые ОГУ, преподаватели кафедр абхазской, русской, зарубежной литературы и Института мировой литературы, а также ведущие российские литературоведы. Гугуцавардания, Тимур Гугохия, Инала Гухава, Абхазское телевидение.